Ландыш, ну а у тебя за это время, конечно, появилось множество барсов. Ты стала еще популярней, и все всегда обсуждают твой Только современный тебя, красивый вид. Если для меня говорят блондинка татарской эстрады, то только ты у меня приходишь вот так на ум. Ну скажи, пожалуйста, тут сложно же поддерживать имидж, всегда быть красивой, всегда быть на виду, носить короткие платья, как ты на сцене всегда. Несложно носить короткие платья. Не сложно? Нет. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, здравствуйте! Вы смотрите кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях очаровательная мама троих детей. Популярная татарская певица, многократная обладательница премии «Алтын бар». Встречаем Ландыш Нигматджанова! Привет! Привет. Как же мы рады вновь тебя видеть у нас в гостях. Здравствуйте, дорогие телезрители. Спасибо. Что у тебя такое в руках, Ландыш, расскажи, пожалуйста. Это такой красивый вам подарок. На память. Ландыш Нигматджанова, певица, родилась в Набережных Челнах, окончила Казанский государственный университет, факультет международных отношений. Ее музыкальным дебютом можно назвать участие в самой первой татарской фабрике звезд, где она вместе с Айдаром Галимовым исполнила песню «Кызыл розалар». Сейчас она многократная победительница Татаржира, активно гастролирует, снимает клипы и записывает новые альбомы. Ландыш замужем за Фаритом Таишевым и воспитывает троих детей. Ландыш, расскажи, пожалуйста, что мы сегодня с тобой будем готовить? Сегодня мы будем готовить беляш. Беляш из курицы и, наверное, пожалуй, что-нибудь на десерт. То есть Вкусненькое. 2 блюда ты нам обещаешь. Начинаем. Ну, традиционный беляш, конечно, ну, здесь главное ведь в мучном, что это тесто. Поэтому давай, тестом занимайся ты. Я порежу курочку. Вот у нас здесь филе куриное. Хорошо. Расскажи буквально вкратце, какое тесто у нас сегодня. У нас пресное тесто, бездрожжевое, и полезнее, и хрустящее, и вкуснее, я считаю. Для этого нам нужна будет водичка, Так, стакан пожалуйста. воды, да. Стакан теплой воды, 7 столовых ложек подсолнечного масла, Так, маслица. одно яйцо Яйцо, и мука здесь пару есть. столовых ложек сметаны. Ландыш, скажи, пожалуйста, почему все-таки курица? Обычно же говядина или гуся используют. Ну, курица все равно легче. В Вот я и последнее хотел время я из сказать, курицы делаю, потому что для детей все Вот я и хотел сказать, тут либо связано с детьми, да, которых у Ландыша, Аллаха шикар, уже 3. Да, Здесь надо поаплодировать, поздравляем. Мама троих детей, и не скажешь, вот так вот сразу. Хорошо, что ты еще готовишь для своей любимой семьи? Давай Всё. так. Супы у нас дети любят разные. Мучной уж, ясно дело. Я сама тоже очень любительница мучного. Хотя по мне не видно, конечно. Слушай, как тогда, в чем секрет? Как можно любить мучное, да, и быть в прекрасной форме? Ну, я думаю, это генетика больше. Так, мы сейчас добавили воды, Да, маслица, сметанку. Масло, сметана, соль. Подашь мне соль? Так, пожалуйста. Ландыш, расскажи, пожалуйста, про свою семью. Вот 3 прекрасных детей, как их зовут, чем они занимаются, буквально несколько слов. Старший у меня учится в 1 классе. 20 января у нас был день рождения, нам исполнилось 8 лет. Да. Поздравляю, поздравляю. Анварчику. Анвар его зовут. То есть В 1 самый классе старший – это учится. сын, да? Самый старший сын. Средний у меня дочка, которая зовут Лейля. 4 марта ей будет 4 годика. Ага. 28 февраля Гомер, еще один мальчик, ему будет 3 годика. Ланда, скажи, пожалуйста, вот кто-то из 3 детей уже проявляет творческие способности? Поет, танцует? Там? Ой, они и поют, и танцуют все. Я уж не знаю, ну, слух вроде бы у всех есть. Хорошо. Там, например. Чьи песни поют дети Ландыш Нигматджанова? Вот старший сын поет песни только папы. Только папины? Фарита Таишева, да. Кстати, у нас 27 января была солянка, баловая солянка. Мои дети там пели, и... То есть, детская солянка была? Детская солянка, ну, с родителями, с родителями. Это проект Гульназ Сафаровой. И дочка исполняла с тобой в дуэте песни? Да, со мной в дуэте, а Анварчик уж сам самостоятельно песню от отца. Руслан, меня куна тактасын берели, пожалуйста. Я подготовил, я знал, что ты меня спросишь. Так, давай подготовим место. Хорошо, Ландыш, что сложнее, воспитывать 3 детей, да, или быть супругой известного артиста? Ведь редко когда бывает, что 2 творческих человека создают вот такой вот гармоничный семейный тандем. Почему редко? Самое главное, чтобы эти люди любили друг друга и понимали друг друга, я считаю. Ну, а с другой стороны, когда оба дома вокалисты, идешь по залу, поешь красивую песню, тут муж с кухни подхватил, да, потом и дети. В общем, с песней жить всегда веселей.
И сейчас Ландыш, уверен, нам что-нибудь споет тоже. Я обычно свои песни как бы не пою в жизни, потому что... Хватает их на сцене, да-да-да. Я люблю творчество Салавата Абина. Опять, мы в этом с тобой похожи, кстати. Да? Конечно. Вот. И я люблю его песни петь. И вообще я выросла на его песнях. Поэтому давай спою песню «Үздіріп бір қарадым». Үздіріп бір қарадың да яндырдың жүрегімне, үздіріп бір қарадың да яндырдың жүрегімне, қазір білмеймін қайда басып не ішлеп ергенімне, қазір білмеймін қайда басып не ішлеп ергенімне. Ландыш, так, мясо у нас готово. Дай мне, пожалуйста, вот эту формочку. Я думаю, как раз для начинки будет достаточно. Что у тебя? Расскажи, пожалуйста. Так, на уклау кирек. Так, уклау. И масло мне, пожалуйста. Растительное маслице. С кисточкой смазать. Так, есть специальная кисточка тоже у нас. У нас вот за эти 7 лет, да, которые прошли с тех пор, как ты была первый раз, заметь, и кухня новая. Да, и классно. уклау появился новый, и даже уклау. кисточка есть. Ландыш, ну а у тебя за это время, конечно, появилось множество барсов. Ты стала еще популярней, и все всегда обсуждают твой Только современный, тебя, красивый вид. Если для меня говорят блондинка татарской эстрады, то только ты у меня приходишь вот так на ум. Ну скажи, пожалуйста, тут сложно же поддерживать имидж, всегда быть красивым, всегда быть на виду, носить короткие платья, как ты на сцене всегда. Несложно носить короткие платья. Не сложно? Нет. Ландыш, а вот поддерживать этот красивый имидж помогают, уверен, тебе специальные дизайнеры, модельеры одежды, да? Ну, конечно, не без этого. И стилисты есть свои, и модельеры, и дизайнеры. Можно лук помельче? Не-не, да, у меня же такой подход. Сначала крупничком, да? Ну ладно, да, потом помельче. Хорошо, сколько сценических платьев вот у тебя в сезон, как говорится, на сезон? Ну, по-разному. Это смотря сколько концертов есть, например. Мы в этом году проехали с Муниром Рахмаевым, как вот, ты кстати, знаешь, Апипя-шоу, кстати, да. Но оно было более такое, да, вот на фишку, по крайней мере, вы оба в национальных костюмах. Не все песни, конечно. Мы же и по Башкирии проехались, поэтому у нас были башкирские костюмы. Выходили и с такими, и татарскими национальными, и современные, естественно. Апипя-шоу у нас более такой современный проект. Ландыш, лук у меня готов. Сейчас мы его добавляем. Остается картошечка. Давай я с картошкой тебе помогу. Ну, без помощи не обойдется. Ландыш, ну и про Апипя-шоу хотел спросить, почему именно вновь с Муниром у вас тандем? Хотя предыдущие выступления сам на этих концертах был, были очень удачными, и ты красиво танцуешь, и он, и песни у вас вот как бы под один ритм, да? Не хотелось шутка, вот в новом сезоне, например, да, Апипя-шоу, столько же артистов других. Мне кажется, если ты позовешь, любой будет петь с тобой в дуэте с удовольствием. Ну, мне кажется, что по стилю мы больше подходим с Муниром. Танцевальные проекты я больше никого не вижу. Поэтому у нас и очень много песен общих, и новые песни готовим на будущее, Алаберса. Поэтому с Муниром вот решили сделать такое Апипя-шоу. Хорошо, вот что эксклюзивного в Апипя-шоу, кроме танцев, я так понимаю, это обилие танцев, да? Национальная тематика. В основном это песни, не танцы. Но танцы это Мунир уже везде добавляет, Апипя-шоу да? это шутки, юмор, танцы, работа со зрителем. То есть больше интерактивов со зрителями, да? Костюмы. Каждые 2 песни. Ландыш, а для тех зрителей, кто еще не был на Апипя-шоу, в том числе я еще не был, в этом году, вот в 18-м, будет еще шоу? В феврале у нас будет в Альметьевске, в Альметьевске, в Лениногорске, так что можешь приехать в Альметьевск. В наш родной город с Муниром. Ты В тоже общем, Альметьевский? я, конечно, Альметьевский. У нас все готово для того, чтобы сделать начинку наконец-таки. Так, беренге, который больше, конечно, Ландыш порезал мелко, аккуратно, красиво. Так, перчик, туз. Что-то такого оригинального есть в начинке или все классическое? Какие Такой секреты маленький у тебя? секретик есть, Вот конечно. все-таки есть, да. я чувствую. Потому что так как это курица, и тут в основном мясо из грудки, То есть она не жирная. да, она не жирная, и чтобы уж как бы посочнее было, нужно сейчас нам положить перец, Так, соль. туз. Там прям такую обильную ложечку, да? Ну, я думаю, примерно вот так. Отлично. Я на глаз. Ну, все мы готовим на глаз. И берем мы чуть-чуть масла То есть сливочного. добавляем сливочное масло. Да. Кусочками прям. И прям вот так сильно-сильно. Особенно С лук. виду хрупкая, а на самом деле очень сильная девушка Ландыш. Начинка у нас готова. Так, давай помоги, подержи, пожалуйста. Мы сейчас вместе. Ой, как ароматненько все. Ой, настоящий бәлеш. Ну, в принципе, нам на двоих точно хватит.
Делиться не будем? Делиться не будем. Тогда хватит. Ладно, скажи, пожалуйста, вот не было ли у тебя желания или, может, планы на будущее спеть все-таки с дуэтом со своим мужем? Мужик, можно? Чтобы объявили Фарид Таишев, Ландыш Нигматджанова. С детьми уже песню исполнили, а все-таки с супругом? Ну, кто знает, может, в будущем. Я-то хочу. То есть загвоздка здесь в нем, да? Нет, загвоздки никакой нету, просто он уже давно ушел из этой сферы, поэтому... Вот, кстати, следующий мой был вопрос, почему все-таки ушел? Ну, говорит, хватит. Ну, естественно, он работал и продюсером же тоже, не только пел. Поэтому, мне кажется, он чуть-чуть хотел отдохнуть. Устал, подустал. Устал от артистов. Да. Но мне кажется, все-таки он вернется, и мы когда-нибудь увидим обязательно дуэт Фарид Ландыш. Возможно. Уверен. Так, закрываем. Так, закрываем крышечку, да, не отвлекаемся. Примерно вот так вот. И вот здесь, на самом деле, у каждой хозяйки индивидуальный подход. Вот мне кажется, вот именно в этом варианте приготовления беляша можно что-нибудь исполнить. Әлі йыллата, әлі жырлата, туй алмый икән күңел туймаса, күрешүләрне безгә бәгырем, әлі көтәсе тагын бер атна, юлларны белеп яныңа үзем, йөгерим икән әллә булмаса, сагынуларга ни хәлләр түзим. Тағын бір атна, ұзын бір атна, юлларны біліп яныңа өзем. Йөгерим икән әллә булмаса, сағынуларга ни хәлләр түзим. Тағын бір атна, ұзын бір атна, бір атна. Такая новенькая песенка. Наш беляш Бератна, конечно, готовиться не будет, я надеюсь. А приготовится он классически, примерно 2 часа, да, готовим? Примерно 2 часа. Дорогие друзья, беляш на самом деле на 99% готов для того, чтобы отправить его в духовку, но еще не все. Ландыш. Да, сделаем маленький узорчик. Так, посмотрим. Для этого раскатали маленькую лепешечку. Да. И здесь начинается секрет. Просто вот так вот разрезаем, как солнышко. Все-таки Ландыш Нигматджанова праздничный беляш не приготовил. Здесь без красоты не обойдется. Берем Так, это аккуратненько. солнышко, Просто ага. берем, кладем сюда, расставляем. И, кстати, ты делаешь отверстие в беляше или нет? Да, делаю. Это я тоже сделаю сейчас. А некоторые, кстати, добавляют бульон, или это попозже? А он и так будет бульонистым. Если это уже ну, как бы на усмотрение. Зависит от мяса, да? Да. Если бульона не хватает, то да, можно добавить бульон. В конце уже. Вот это у нас финальная красота. Очень красивый кояж, да, мы это солнышко назовем. И шарик из теста. Позволь. Да, Закрываем отверстие, очень красиво. без которого нельзя отправлять беляш в духовку. И на 2 часа говорим беляшу саубулову. Бисмилля рахман рахим. Саубулову нельзя говорить? Это же до встречи. Обязательно встретимся. Как и с вами, дорогие друзья, мы обязательно встретимся после небольшой паузы на канале ТНВ. Зур-беляш. Сначала замесили пресное тесто и дали ему немного отдохнуть. Для начинки куриное филе и картофель нарезали небольшими кубиками, смешали с измельченным репчатым луком. Затем добавили сливочное масло, приправили специями и хорошенько перемешали. Большую часть теста раскатали и выложили на смазанную маслом сковороду. Подготовленную начинку горкой выложили на раскатанное тесто, затем раскатали меньшую часть теста, накрыли ею беляш, края соединили и защипали. Для украшения раскатали еще один круг меньшего диаметра, сделали в нем надрезы в виде солнышка, перенесли на беляш и фигурно защипали. Посередине сделали отверстие и закрыли его пробкой из теста. Выпекали беляш в духовке 1,5 часа при температуре 180 градусов. Хермат Эдуслар, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Напоминаю, сегодня с нами очаровательная Ландыш Нигматджанова. Ландыш, спасибо большое, что пришла к нам. Самое главное, спасибо, что нашими стараниями в духовочке уже вкусный татарский беляш из курицы. Но ты сказала, что это еще не все. Да, будет еще вкусняшка. Что такое? Называется паштет. Паштет.
В татарской кухне пироги со сладкой начинкой называются паштетами. Большинство из них выпекается из сдобного или песочного теста. В качестве начинки используются повидло, джем, густое варенье, куряга, изюм и чернослив. Сегодня мы приготовим паштет из куряги. Так, сначала приготовим тесто. Для этого нам нужно грамм 100 сахара, одно яйцо, дрожжи грамм 20. Но не сухие, а лучше вот такие. Такие классические дрожжи, которые обычно натуральные, всегда используют наши бабушки и мамы. Ага. Водичка нужна грамм Чуть-чуть, 50. да? Чуть-чуть, да. И нужно это перемешать так, чтобы сахар не остался. Так что, То есть все это мне, да? кстати, щепотку соли. еще Чуть-чуть, забыла. да? Вот. Так. Она щепотка это стандартная. Так, я перемешиваю. А что будешь делать ты? А я буду делать, наверное, начинку. Для этого нам нужно грамм 300 кураги. Ага. Пропустить ее через мясорубку. Или через мясорубку. Ну, мы это через уже сделали. Блендер, да, мы это уже сделали. Если курага, значит, кислая, то грамм 200 сахара. А если такая сладкая, то полстакана хватит, поменьше. Сколько мы сегодня добавим? Я думаю, грамм 200. В первой части нашей программы мы уже убедились, что Ландыш отменно готовит. Все-таки еще раз хотел бы спросить, вот, насколько хватает вообще времени проводить семью? Ведь у тебя столько гастролей, концертов. При желании на все хватает времени. Ну, конечно, это у нас по сезонам. Бывает у нас по сезонам с сентября, там, допустим, грубо говоря, до декабря у нас концерты. Иногда уж не каждый день. Просто в этом году у нас очень Насыщенно. был такой график насыщенный, да. А потом январь мы отдыхаем. Вот, кстати, про отдых хотел сказать. Все-таки мама, троих детей, у вас большая семья. Как проводите вот семейную? Так, давай поменяемся. Вот некоторые же любят... А начинку, кстати, что же надо сделать? Начинку. Здесь у нас курага, 200 грамм сахара, полстакана воды. Теперь мы будем ее варить, ну, как варенье. Это мы сможем. Хорошо, про отдых. Вот некоторые ведь семьями ездят в деревню, там, да, кто-то любит за границу выезжать, к морю. Как у вас это проходит? Ну, за границу, наверное, выезжать все любят, если не боятся самолетов. А так мы ездим в деревню. У нас есть домик в деревне. Все-таки я, значит, был прав. Да. Да, у нас дети очень любят деревню, чтобы выйти, одеть галоши и на улицу с утра. Летом очень хорошо. То есть все лето дети проводят в деревне? Все лето. Мы в том году, по-моему, с апреля уехали. А в этом году вот мы в январе съездили в деревню на новогодний праздник. Наш папа сделал нам горку, мы катались на горке. Даже я каталась. То есть был настоящий такой семейный новогодний праздник Да. за городом. Так, что делаем дальше? Так, сахар у нас растворился. Теперь уже, когда растворился сахар, Можно добавить муку, да? мы добавляем 200 грамм масла и муку. 350 грамм. Ну, это как уж в граммах так пишется, но Ну, как озвучил, это на так и глаз. говоришь, да. Это на глаз. Ну, упаковка масла, в принципе, это как раз 200 Пачка грамм. масла, да. Откуда у тебя рецепт этого блюда? Вы знаете, вот у нас есть семейный друг, можно сказать, подруга, ее зовут Альбина. Она все знает про выпечку. Я прям, когда у меня какие-то вопросы есть, я только звоню ей. Она профессионал своего дела, поэтому, Альбина, привет. Альбина, салям. Хорошо. А Это ее рецепт. это ее вот рецепт. с этого надо начинать. Да, Альбина, да, да. спасибо, Это конечно. ее рецепт. И все, что я вам сейчас покажу, меня научила, это она. Муку. На глаз добавляем муки. Да. Это называется песочное тесто. А, вот. Вот это тесто подходит для сметанника. Ландыш, расскажи, пожалуйста, нашим зрителям про клип, который вышел летом с участием твоего мужа. Вот петь, кстати, ты его не уговорила, а в клипе сняться он согласился. Ну, в клипе снялся, потому что я его попросила. Опять-таки, нам сценарий написала Гульнас Сафарова. Написала такой сценарий, что нужно было сыграть любовь. А любовь я сыграть с другим мужчиной не могу. Не смогла бы, поэтому в этом он мне помог очень. Нет, он тебя и поддержал, от этого и клип стал И действительно поддержал, вот такой и клип реальный, тоже так очень скажем. Да? хороший получился, да. Потому что очень много положительных отзывов было. И я уверен, это еще не последний клип от вашей семьи. Если напишешь какую-нибудь семейную песенку с участием детей, там Может детей быть, можно да. будет пригласить. Может быть. А если будет кулинарная сценка и меня? Обязательно. Да. Мы продолжаем готовить наш сладкий паштет. Курягу мы сварили, немножко остудили. Раскатали Тесто. основу. Так, сковородочка. Я уже чувствую, насколько вкусный десерт у нас получится. Так, все это Он убираем. так срезается, да, чтобы ровно. Он потому что будет у нас открытым и красивым пирогом. Основа у нас готова. Сейчас начиночку. Все положим. Кстати, если экспериментируете, например, сделать слой из чернослива. Хоть что. Орехи можно.
Видишь, у нас То есть кто любит. фантазия, ваши уважаемые телезрители, только приветствуется. Красота у нас вот такая получилась, но это еще не все. Да, Сейчас начинается трудоемкий процесс украшения. да. Берем остатки теста, Мгм. делаем овальчик, так, Значит, раскатываем его. раскатываем. Более такое не круглое, а более овальное. И сейчас возьмем такую штучку классную. Всегда со мной. Вот он, секретный прибор от Ландыш Нигматжановой. Берем. И... вот что получается. Срезаем. Опа. И И получается вот так вот у нас... делаем. Вот. И раскрываем, да, раскрываем. потихонечку? Лепота, да и только. Я думаю, как это делают обычно в кондитерских фабриках. Так, красота у нас. Это вот Очень лишнее красивая убираем. сеточка получилась. А, это нам не нужно, да? Лишнее убираем. И сейчас все это переносим в центр. Берем, не боимся. Ой. И уж там дальше. Дальше дело Лишнее техники. убираем, да. Сколько готовится наш сладкий паштет? Ну, минут 40, я Ну, думаю. в принципе, здесь самое главное, что приготовилось тесто. Ландыш, мне кажется, паштет готов к отправке в духовку. Да. Красиво? Очень красиво. Сейчас все зрители аплодируют. Но самое главное, уверен, оба наших блюда будут очень вкусными. Итак, бисмилля рахман рахим. Итак, мы подождем еще час 20, но для зрителей ТНВ пройдет мгновение, и вы увидите красивый накрытый стол. Паштет. В глубокой посуде хорошенько взбили одно яйцо, сахарный песок, соль, дрожжи и воду. Далее добавили сливочное масло, муку и замесили эластичное тесто. Для начинки курагу измельчили при помощи блендера, добавили стакан сахара, полстакана воды и варили на медленном огне минут 10-15. Подготовленное песочное тесто разделили на две неравные части, большую часть раскатали в пласт и выложили на сковороду, смазанную растительным маслом. Сверху небольшим слоем выложили начинку из кураги. Из меньшей части теста раскатали небольшой овал, при помощи кондитерского ножа сделали надрезы и растянули тесто так, чтобы получился решетчатый круг. Подготовленные украшения аккуратно перенесли на повидло и равномерно распределили по всей поверхности. Пирог выпекали в духовке 30-40 минут при температуре 200 градусов. Хармада Дуслар, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. Ну, конечно же, не забываем подписываться на наш канал на Ютубе, на который уже Ландыш подписалась в перерыве нашей программы. Рахмет. Точно. Ну, отдельно тебе, Рахмет, за балиш, который украшает наш стол, и за красивый паштет. Татарский чай мы заварили. Все готово. Прошу. Да, да. Кстати, балиш мы сегодня подаем по старой татарской традиции, когда не порционно, да, мы его нарезаем, а только срезаем крышечку. Вот она. Итак, бисмилля рахман рахим. Балиш от Ландыш Нигматжановой сейчас будет съеден Ну-ка. на глазах наших зрителей. Настоящий, классический, вкусный татарский балиш, какой он должен быть, с хрустящей корочкой. Ладно, конечно, мне хочется скорее доесть вот свою порцию вкусного балиша, но у нас есть паштет, который мы должны тоже попробовать. Ты тоже должна попробовать, это условие программы, конечно. Так, Вдруг что-то не то, да? смотрится аппетитно. Какой нежный. Ландыш, на этом наша вкусная программа подошла к концу. Еще раз тебе спасибо, что ты напомнил нашим зрителям рецепты классических вкусных татарских блюд. И все это у тебя получилось на большую пятерку. Рахмет тебе. Ну и, конечно, в завершение любой нашей программы, где присутствует в гостях певец или певица. Мы поем. Да. Нет, ты поешь, а я улыбаюсь. Давай А так. ты танцуй давай. Я буду танцевать. Талабересі, 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 талларда, талабересі, 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 талларда. Сандуқ ашым айтып сайра, сүйгені ярым қайларда. Сандуқ ашым айтып сайра, сүйгені ярым қайларда. Ландыш Нигматжанова, друзья, готовила исключительно для вас на нашем любимом канале ТНВ. Пока-пока. Увидимся.